Здравствуйте, снова, как всегда, в это время по средам программа «Оккуповані» в эфире АТР. Мы рассказываем о жизни на территориях неподконтрольных Украине. Это, я напомню, Крым, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей. И сегодня, конечно, наше внимание будет в основном приковано к востоку Украины, к Донбассу, потому что именно на оккупированной территории там, к сожалению, происходят процессы очень важные, с одной стороны, очень громкие и в то же время крайне негативные. Они в первую очередь негативно, конечно же, отражаются на местных жителях, потому что вот все хуже и хуже становится жизнь людей, которые находятся в Луганске и Донецке, все менее комфортная. И на этот раз дело не в ухудшении экономической ситуации, не в каких-то проблемах, связанных с финансами, а непосредственно вот связь с внешним миром обрывается для этих людей. Все тяжелее и тяжелее становится связаться, то ли приехать, то ли позвонить просто даже на территорию подконтрольной Украине. И по сути происходит такое постепенное отчуждение этих территорий. К сожалению, люди все больше и больше от Украины отрезаются по решению местных оккупационных администраций. Начнем с такой новости. Я думаю, ее уже так или иначе все, кто интересуется событиями на востоке Украины, слышали. В Ордло, в Донецкой и Луганской области, на оккупированных частях отключили украинскую мобильную связь. До сих пор там работал МТС или Водафон, то есть как кто называет этого оператора. Киевстар давно уже был, по сути, уничтожен на этих территориях, и туда там эта связь отсутствовала. И последний оператор это был МТС, благодаря которому люди, которые там проживали, имели возможность платить по украинским тарифам, то есть относительно недорого за мобильную связь, а также звонить без проблем по Украине, ну и за границу, потому что украинский оператор дает такую возможность, как говорится, пожалуйста, в любой угол мира можно набрать номер. Но теперь все это закончилось. Дело в том, что если Киевстар еще несколько лет назад был фактически разграблен, вот само оборудование было украдено, и на базе этого оборудования, на базе этой техники киевстаровской были запущены боевиками свои мобильные операторы. В Донецке это оператор «Феникс», а в Луганске это оператор «Лугаком». Ну, понятное дело, что можно сказать, что это были, по сути, контрафактные, такие пиратские и незаконные операторы, которые работали на ворованном оборудовании, поэтому, естественно, они не могли давать нормальное качество связи, то есть речь не шла о каком-то каких-то адекватных услугах. Там люди просто-напросто было незначительное количество пользователей у этих мобильных сетей, было очень плохое качество сигнала, но можно было дешево общаться между собой, понятно, только внутри этих самопровозглашенных республик. А сейчас же, для звонков из-за пределы пользовался, конечно, МТС. Сейчас же вот другой альтернативы, кроме Феникса и Лугакома, в Луганске и Донецке больше нет. Вот эти территории теперь полностью лишены возможности пользоваться какими-то легальными операторами мобильной связи, и теперь они вынуждены пользоваться вот этими пиратскими карточками. Сейчас вы видите на экране такое фото, это фотография из Донецка, и на ней вы видите людей, это очередь в Донецкий главпочтамт, где продаются стартовые пакеты, где продаются эти карточки, и соответственно, вы видите, какой ажиотаж возник, потому что у людей совершенно нет возможности отныне звонить на украинские номера, и они могут только между собой внутри этой территории общаться по местным операторам. А вот опять же мы видим кадры, видео, на которых видно, как эта очередь, вот она в Макеевке, тоже люди рано-рано утром, еще затемно фактически пришли и штурмуют эту, скажем так, какую-то торговую точку. И там слышно, если включить звук, там такой шум, ругань, то есть люди, понятное дело, обозлены и злость срывают друг на друге, потому что, высказать что-то Захарченко или каким-то другим лидерам боевиков, они, понятное дело,
не могут. И самое, на самом деле, подлое, что произошло, ну, даже не этот обрыв связи, который отрезали, да, потому что уже через пару дней всего лишь после того, как МТС исчез, боевики заявили, что с вот этих вот операторов люди смогут дозваниваться в Россию и даже на украинские операторы. То есть с Феникса, с Лугакома можно будет позвонить. Я, честно говоря, не специалист, я не знаю до конца всех технических сторон этого дела, насколько это вообще, как это работает, почему украинский оператор может принимать такие звонки фактически с незаконного, украденного у Украины оборудования, но на данный момент для людей, которые там живут, важно не это, то есть их тоже не интересуют технические стороны, их интересует материальная сторона. А материальная сторона такова, что за такой звонок с территории ЛНР, в кавычках, и ДНР в Украину теперь люди должны платить от 5 до 7 гривен за минуту разговора. То есть это колоссальный грабительский тариф просто-напросто. Потому что из Украины, например, даже вот за границу, вы можете оформить такой тариф, подключить себе такую услугу и звонить, например, в Россию или в Польшу, ну, то есть в какие-то ближайшие заграничные страны относительно недорого, там буквально гривна за минуту тариф. Теперь для того, чтобы позвонить из Луганска в Лисичанск, например, то есть буквально за 30 километров вам придется заплатить за минуту на городской телефон около 5 гривен, там тарифы в рублях, но я перевел в гривны для простоты. Значит, за обычный стационарный телефон это 5 гривен за минуту, около 5, а за мобильный, соответственно, около 7 или в районе там, 15 российских рублей. Ну, примерно такие же тарифы в Донецке, у Феникса, они отличаются немного, но в целом примерно то же самое. И, конечно, это катастрофа, потому что вот буквально незадолго до того, как все это случилось, люди возмущались, там была повышена цена на тарифы МТС, и МТС людям выкатил ну, буквально страшный счет 3 гривны в день за услугу. То есть это составляло, соответственно, около 90 гривен в месяц, платишь деньги и дальше общаешься. Но люди посчитали, что это дорого. Я видел, что многие возмущались в комментариях, я читал комментарии в социальных сетях. Но теперь уже речь идет не о 3 гривнах в день, а о 5 гривнах в минуту. То есть это вообще колоссальный на самом деле обман и просто абсолютный такой грабеж. Причем боевики пользуются безальтернативностью. Вот они ввели монополию, они понимают, что люди фактически в ловушке, они никуда не денутся, они не смогут купить стартовый пакет какого-то конкурирующего оператора, и у них выход только один. Вот хочешь звонить, пожалуйста, звони по тарифам, которые тебе вкатил Захарченко. Ну и, соответственно, просто вот введена в действие такая схема, ну, явных таких уже, знаете, абсолютно наглых и хамского обирания людей, да, обдирания. И печально, что с этим, во-первых, ничего невозможно сделать, потому что, ну, если бы такое произошло в любой цивилизованной стране, конечно, народ бы уже вышел на улицу, народ бы мог, по крайней мере, протестовать, там, требовать каких-то, скажем так, нововведений, ну, точнее, скасование этих нововведений, да, и так далее, но мы видим, что здесь никакой возможности для протеста нет, никто не собирается отменять эти решения. Захарченко, опять же, заговорил о том, что он вообще будет национализировать, возможно, вот это оборудование МТС, и таким образом, возможно, вот на оборудование отжатым у МТС, если это произойдет, будет запущен еще один какой-нибудь ДНРовский оператор, или его тоже передадут Фениксу. На самом деле это неизвестно, но это будет означать окончательный крах вот всех надежд, и это будет означать, что еще одна ниточка, которая связывала эти оккупированные территории с цивилизованным миром, она фактически будет оборвана. Интересно, что сами боевики, они не признают, что это они отключили МТС, они говорят, что кабель перебит, но якобы где-то на украинской территории, и что, мол, Украина сама специально все это сделала и не хочет чинить этот оборванный кабель. В то же время МТС говорит, что кабель порван на территории, там, на линии разграничения, и говорит, что им нужны какие-то гарантии, то есть просят сторону ДНР предоставить гарантии безопасности для ремонта, а сторона ДНР, соответственно, этих гарантий не дает. Ну, понятно, я думаю, исходя из тарифов, исходя из того, какие расценки выкатили людям, я думаю, понятно, чей это умысел, да, то есть кто нажился на этом, кому выгодно
К сожалению, как всегда, вот как происходит последние 4 года, нажились на людях вот те люди, те боевики, которые объявили себя освободителями, там, борцами с фашизмом и так далее. Но я думаю, сегодня уже всем очевидно, от чего и от кого они на самом деле Донбасс освободили. То есть это никак нельзя назвать улучшением, да, спасением людей. Это, по сути, называется издевательством. И что самое циничное, издеваются над как раз теми русскоязычными жителями Донбасса, которые якобы страдали в Украине, над которыми тут якобы там, по мнению тех защитников, в кавычках, тут как-то издевались и как-то притесняли. Но получается, что теперь худшего притеснения, чем вот от лидеров боевиков, от Захарченко, от в Луганске Пасечника и от других полевых командиров, которые возле их, в общем-то, худшего притеснения и нет, потому что на украинской территории люди продолжают пользоваться дешевой мобильной связью, у них все в порядке, все нормально. Но, к сожалению, это вот даже не единственная негативная история, которая случилась уже с начала года на этих территориях. Есть и еще один очень неприятный момент, который также ограничивает сообщение этих территорий с внешним цивилизованным миром. Сейчас буквально через некоторое время, через несколько секунд мы поговорим еще и об этом. Захарченко запретил бюджетникам, работникам государственных предприятий Украины, точнее, подконтрольной ему территории, да, ДНР, ездить в Украину. Еще, оказывается, накануне Нового года, в декабре, вышел соответствующий указ. Его видели в интернете, но он почему-то не был опубликован на официальном сайте ДНРовском, и поэтому мы не понимали, насколько можно верить этому указу. Вот он сейчас у вас на экране. Но на самом деле указ оказался настоящим, и уже после Нового года сообщили, и на сайте, на официальных сайтах боевиков появилось сообщение о том, что да, действительно, этот указ действует, и указ этот касается свободы передвижения, он ограничивает свободу передвижения. То есть теперь люди, сотрудники государственных предприятий, как там говорится, да, не могут выехать в Украину, потому что якобы участились случаи вербовки, там СБУ их хватает, арестовывает, вербует и засылает шпионов назад в ДНР. То есть съездил в Украину, означает шпион, такая шпиономания на этой территории боевиков. И для того, чтобы, как говорится, не ловить этих шпионов, да, они решили взять всем и просто запретить ездить в Украину. Кого касается запрет? То есть, понятно, давно уже касался запрет там всевозможных силовиков, то есть те, кто работал там в прокуратуре ДНР, так называемой, там, Министерстве внутренних дел, естественно, там служил в каких-то других силовых ведомствах и в руководящих органах. Но эти люди и сами не ездили, потому что в Украине их ждал, естественно, арест. Они для Украины являются преступниками. Но вот сотрудники, работники шахт, заводов, какие-нибудь там школьные учителя, бюджетники, да, любые бюджетники, они ездили в Украину совершенно свободно. И их, естественно, тут никто не трогал, потому что эти люди не являются преступниками в Украине, несмотря на то, что они там работают в какой-то структуре ДНР. Но отныне все поменялось. И вот даже учителям, даже библиотекарям и врачам в Украину запрещено теперь выезжать, потому что они работники, получается, государственных предприятий. Более того, поскольку практически весь бизнес, который там был, уже боевики отжали себе, то есть нет каких-то частных шахт, например, нет частных заводов, все это так называемая произошла национализация, да, даже супермаркеты и рынки отобрали, то, соответственно, все сотрудники вот этих всех предприятий, они тоже подпадают под эту категорию. И теперь практически всем работающим людям, за исключением разве что, наверное, там каких-то продавцов в мелких магазинах, там, продавцов-реализаторов на рынках, таксистов, вот, то всем, по сути, работающим запрещен выезд в Украину. Это, конечно, катастрофа, потому что никто этого не ожидал. Указ, на самом деле, он немножко странный, потому что он запрещает выезд в Украину, но не запрещает выезд, например, на территорию ЛНР, да, или России. Таким образом, сейчас, по идее, любой желающий может выехать в Украину вот окольными путями. То есть, проехав, например, в Ростов, а потом, объехав вот эту
неподконтрольный Украине участок границы и въехав через российско-украинскую границу. Так, наверное, сделать можно, соответственно, тебя в ДНР вряд ли проконтролируют, ездил ты туда или нет. Хотя все возможно, может быть, Россия передает данные, пока что мы еще этого не знаем, как это будет. Но в любом случае, даже если вот представить такой оптимистический сценарий, теперь, чтобы попасть, например, из Горловки в Бахмут или из Горловки в Краматорск, нужно будет ехать не там, 15, 20, 30 километров, а нужно будет проехать километров 500. То есть вам нужно будет ехать в противоположную сторону, там, до Ростова, потом объезжать куда-то в район Белгорода и через Харьков заезжать уже в Донецкую область, в тот же Краматорск, уже с севера через Харьков. То есть, ну, это абсолютнейший маразм. И то делать это на свой страх и риск, потому что я думаю, что после такого, если вы нарушаете запреты, об этом становится известно, то, соответственно, все основания считать украинским шпионом такого нарушителя есть. Более того, ну, по логике, пока что этого не произошло, но по логике, да, вот поскольку существует эта лазейка, то боевики должны понимать, что люди все равно будут ездить в Украину. И следующий шаг – это просто ограничение выезда за территорию ДНР, чтобы люди вообще не выезжали, не ездили через Россию, не ездили через Луганскую область, а чтобы они вот просто сидели и не могли никуда выехать. Я думаю, что это тоже произойдет, потому что вот логика процессов и вот это отрезание мобильной связи и ограничения на выезд, которые постепенно вводятся, они говорят о том, что на эту территорию опускается такой своего рода железный занавес, который усложняет выезд, усложняет передвижение людей. Я догадываюсь, почему это происходит. Конечно, ну, понятно, что официально это никто не подтвердит, но мое мнение такое, что люди, конечно, бегут с этой территории, нет какой-то статистики, боевики ничего не покажут, они не проводят переписи населения, естественно. Но мы понимаем, логически мы понимаем, что люди оттуда сбегают. Все активные, работающие, более-менее там молодые люди, которые там считают, что они могут устроиться на новой территории, верят в свои силы, они будут оттуда уезжать, потому что, ну, не будет амбициозный человек жить всю жизнь в непонятном каком-то обрубке, в серой зоне, получать какие-то документы, которые никто вообще не признает, чувствовать себя абсолютно бесправным человеком, который не может выбрать местную власть, который не может голосовать, который не может чему-то на что-то пожаловаться, который постоянно вынужден жить в страхе, что его примут за шпиона, за какого-то украинского диверсанта, отберут его имущество или его убьют, пострадает его семья. То есть понятное дело, что с таких территорий люди убегают. То есть это та же история, как в африканских странах, откуда массово бегут мигранты. Такая же история, как в странах арабских, где идут войны и так далее, конфликты. Поэтому на этой территории-то людям по большому счету делать нечего. И вот боевики, понимая это, понимая, что они оставят после себя в скором времени просто пустыню, видимо, решили вот таким образом постепенно ввести ограничения, усложнить передвижение и максимально изолировать эту свою подконтрольную территорию, превратить ее в Северную Корею, такую маленькую, да, причем еще и не признанную, ну, совсем все плохо, я так смотрю, да, и поэтому остается только посоветовать людям, которые там живут, просто задуматься, что вы видите, что происходит, и просто уезжайте оттуда. Уезжайте, не живите там, неважно куда. Если вы большой любитель России, лучше едьте в Россию, потому что, соответственно, там у вас есть хоть какие-то права, вы можете подать хотя бы в международный суд какую-то жалобу, там есть хоть какие-то признанные документы, вы сможете получить и так далее, потому что, ну, в Донецке быть просто пушечным мясом для каких-то местных бандитов, которые захватили эту территорию, как какое-то африканское племя. Но я думаю, что это незавидная судьба для всех. Поэтому, конечно, можно людям посоветовать только бежать оттуда, бежать, пока это еще возможно. Кстати, по Луганской области, вот по ЛНР точнее, да, по оккупированной территории, пока такого указа не выходило, но по логике мы понимаем, что и он будет, потому что и мобильную связь обрубали тоже синхронно. И вообще, чтобы там ни происходило, как правило, это происходит с разницей, может, в несколько дней, но кураторы-то одни, поэтому идентичные запреты, идентичные маразматические указы, они выходят, как правило, и в Луганске, и в Донецке, просто с небольшим, возможно, разрывом времени. Так что луганчанам стоит тоже ждать эту историю. И вот что даже меня удивило, потому что, вряд ли, да, ДНР является территорией, где идут какие-то политические процессы, где, возможно, какая-то критика, но даже
так называемые депутаты парламента ЛНР возмутились по поводу вот этого указа Захарченко. Они поняли, что это совершенно безумный указ, который, ну, наверное, да, вынуждает людей быстро все бросать и уезжать. И вот даже эти депутаты возмущаются. Мы видим пост, это Анастасия Селиванова, она как раз является вот депутатом этого Народного совета ДНР, и вот она написала, что вот привела в примеры своих подруг, учителей. Моя подруга, педагог высшей категории, значит, она, говорит, не сбежала, осталась там в ДНР учить детей по законам ДНР, но вынуждена будет уволиться, потому что ей нужно ездить к родителям. У нее родственники на территории подконтрольной Украины. Это, кстати, совершенно распространенная ситуация. Я думаю, это у 80% людей, которые там живут, она аналогична, поэтому люди будут просто вынуждены, наверное, ну, увольняться, потому что они ездить, они совершенно в Украину не могут, они будут либо пытаться как-то обманывать этих бандитов, да, которые установили эти ограничения, либо будут просто вынуждены уходить, увольняться из этих госструктур и, ну, даже не знаю, куда идти, потому что альтернативы-то нет. То есть, наверное, просто бежать, сбегать с вот этой неподконтрольной территории. И, ну, посмотрим за этим процессом, понаблюдаем. Но вот сейчас уже по сообщениям, я видел, встречал в социальных сетях, что такие скандалы происходят вот в школах, то есть доводят до людей эти приказы, и люди возмущены. Многие ездят, например, за своих старых родителей, получают пенсии в Украину там, с их карточками. Да, и сейчас обрубить им эту возможность, то есть это просто для них катастрофа, потому что так или иначе все равно, кто бы что ни говорил, как бы там эти территории не рассказывали, что они не Украина, они все равно являются Украиной. Они связаны с Украиной очень тесно. Люди оттуда в основном все бывают в Украине, выезжают постоянно, чтобы оформить какие-то документы, получить какие-то деньги, выплаты и так далее. Поэтому, конечно, это ужасный удар именно по людям. Это не удар по Украине, разумеется, это удар именно по людям, которые там живут. Это очередное такое, скажем так, антинародное решение, я бы сказал, такое даже где-то античеловечное, бесчеловечное. И опять же мы возвращаемся к тому, о чем мы уже вот буквально 10 минут назад говорили. То есть люди, которые называют себя освободителями, поступают так с теми людьми, которых они якобы приехали спасать. Улучшила ли это жизнь Донбасса? Улучшила ли эта мера жизнь простых людей, которые там живут? Нет, никак. Как эта мера связана с борьбой там, с бандеровцами, с фашистами и так далее, которые якобы там тут в Украине свирепствуют? Опять же, никак. Эта мера просто она бьет по самым бедным, по самым простым, абсолютно аполитичным слоям населения. И, конечно, я уже вижу, как ширится в интернете, вот в комментариях, в социальных сетях такая ненависть к этим так называемым властям, сколько негатива люди пишут, хотя вот у них нет какого-то украинского патриотизма, да, опять же, это не пишут националисты украинские, это пишут обычные люди, которые там живут, но в этих комментариях очень много негатива, то есть им одновременно людям сначала впарили эти тарифы абсолютно сумасшедшие на телефонную связь, теперь им запрещен фактически выезд в Украину очень многим, десяткам тысяч, наверное, даже сотням тысяч людей, и ну, наверное, опять же, это очередной такой шаг, который подстегивает людей к пониманию того, что сколько ни сиди там, лучше не станет. Вот лучше с годами не становится. Идет время, проходит, и никакого развития на этих территориях нет. Мы видим, что они только все больше окукливаются, все больше превращаются в такую натуральную резервацию, превращаются в гетто, откуда действительно скоро, возможно, не будет выхода. Ну и, кстати, вот опять же перейдем к следующему вопросу. Опять поговорим про гетто. Одна россиянка съездила на территорию подконтрольную боевикам, съездила из Москвы в Волчевск и описала свои впечатления. Давайте сейчас мы процитируем, что же она там увидела. Россиянка, ну, именем ее мы не знаем, в интернете она подписана как Лукерия, она является пользователем популярного в России форума «Антиквариат», так называемого, где собираются как раз вот сторонники Новороссии, всевозможные реконструкторы, там же Стрелков очень много писал в свое время. И вот эта Лукерия там на этом форуме разместила весьма любопытный рассказ о том, как она съездила в ЛНР.
То есть как она съездила в Алчевск, если быть точным, она ездила к семье погибшей женщины, которая работала в свое время секретарем Мозгового. Это был такой полевой командир, его убили в мае 2015 года, и эта женщина, которая была его пресс-секретарем, она погибла вместе с ним. Ну, кто его убил, дело такое, об этом уже много написано, рассказано. Все склоняются к мысли, что убили его вовсе никакие не украинские диверсанты, а на самом деле убит он был по приказу Плотницкого, и убивали его, по сути, российские наемники из той же ЧВК «Вагнер», которые воюют в Сирии, которые выполняют соответствующие задачи. Вот такие, как бы, грязную работу. Но на самом деле это не важно, а важно вот то, что россиянка съездила к семье этой погибшей женщины и описала свои впечатления от Алчевска. И что интересно, почему-то не понравился москвичке «Русский мир», который построили в Луганской области. Очень странно. То есть, казалось бы, ну, все мы, наверное, ну, по логике, да, вот я рассчитывал, что сейчас съездит москвичка, вот наконец-то сбылась мечта этих людей, вот они отвоевали у Украины Донбасс, ну, по крайней мере, его часть, да, освободили его от фашистов, и вроде как все же должно процветать, все должно быть хорошо, они должны переполняться радостью, но в ее посте радости почему-то не было, были совершенно какие-то очень унылые у нее впечатления от этой территории. Во-первых, она написала, что пропадает мобильная связь на территории подконтрольной луганским боевикам. Это совершенно правда, это тоже, о чем мы сегодня уже много говорили. Вот она рассказала, что как только пересекла границу с Россией, связь пропала, то есть позвонить никому было невозможно. Пыталась попросить других людей позвонить, ей также не дали, то есть сразу столкнулась женщина с каким-то дискомфортом. Обратила внимание на крайне низкий уровень жизни. Она еще отметила, что пока стояла на границе, а контроль проходил почти 4 часа. Это, кстати, очень много, потому что в былые времена до войны я ездил за Россию в Украину, но я никогда не стоял 4 часа на границе. Маршрутки, автобусы обычно проезжали, ну, даже меньше часа уходило. Но вот почему-то сейчас, видимо, в связи с военными действиями, даже из России в эту же подконтрольную России территорию проехать очень тяжело. И за эти 4 часа вот эта женщина из Москвы, эта Лукерья, не увидела ни одной фуры, как она написала, грузовой машины, хотя она ездила перед Новым годом. И, по ее мнению, вот этот трафик должен был бы быть большим. Ну, раньше он действительно был большим, я знаю эту границу. И действительно, там раньше стояли очереди из грузовых автомобилей, как и сейчас происходит на границе, например, Украины и Польши. Но сейчас вот по впечатлениям москвички, как она говорит, что никаких машин не было. Ну и сам Алчевский тоже не понравился. Она рассказала, что там нет воды, это также правда, что вода идет ровно час в день, и люди практически не купаются в ваннах, потому что ванны заняты, в них постоянно стоит вода, которую они туда набирают, чтобы, соответственно, использовать ее для хозяйственных нужд. Качество воды очень плохое, то есть происходит, по сути, развал коммунального хозяйства. Рассказывали, еще посетовала вот эта россиянка на то, что совершенно не чтят память Мозгового, вот этого полевого командира. Но опять же, вот они в России ведь, видимо, живут под впечатлением, да, от каких-то пропагандистских сюжетов. А эти пропагандистские сюжеты постоянно убеждают, что боевики в Донбассе страшно популярны, и их лидеры тоже популярны. Но на самом-то деле Мозговой, если говорить честно и прямо, был, попросту говоря, бандитом, то есть таким лидером организованной преступной группы, хорошо вооруженной, и погиб смертью, которая обычно, в принципе, и настигает подобного рода персонажей. Поэтому, соответственно, несмотря на то, что ему боевики воздвигли памятник, а Алчевский, несмотря на то, что ему там давали определенные почести и так далее, люди-то его особо не помнят. Ну, мало ли было бандитов. У нас много кто в 90-е держал бригады, тоже держал какие-то города, захватывал, вот такими же занимался грабежами, отжимал чужое имущество. Но кто сегодня помнит этих людей? Наверное, никто уже, по большому счету. Вот точно так же, такую же картину видела россиянка и в Алчевске. Пожаловалась, что Мозгового там не чтят. Ну и вообще было занятно почитать, потому что вот какую-то не ту страну мечты построили, не ту Новороссию, о которой мечтали. Потому что, ну, было бы странно, знаете, ну, было бы точнее ожидаемо, если бы они радовались достигнутому результату. Но кто же виноват-то, что все так плохо? Наверное, кроме как с ним самим претензий предъявить некому. И в продолжении этой же темы сейчас немного поговорим об экономике, поговорим о луганских супермаркетах,
которые остались, вот, во что превратились супермаркеты, которые когда-то принадлежали Украине и которые сейчас захвачены боевиками. Сепаратисты из так называемой ЛНР выложили у себя на сайте, на одном из своих сайтов, так называемого своего там фонда госимущества, фотографии супермаркетов, которые они сдают в аренду. Это супермаркеты украинские, это бывшие украинские АТБ и некоторые другие магазины, которые были захвачены боевиками в 2014-2015 годах и, по сути, выпотрошены, разграблены. После этого они были национализированы, то есть это теперь называется все супермаркет народный. И вот оказывается, что совсем не все супермаркеты они запустили. Вот эти АТБ, которые они забрали, отобрали, они оказываются закрыты. И там не идет торговля, не происходит продажа товаров. Вы видите сейчас это на картинках, это целая подборка, то есть там десятки фото. Вы видите, в каком они состоянии. То есть это не просто заброшенные закрытые магазины, это магазины, в которых остались, по сути, одни корпуса. Там перечислено на сайтах вот все, что необходимо для их запуска. И написано, что украдено холодильное оборудование, ну, точнее, отсутствует, да, отсутствует проводка, нет камер слежения. Ну, вы и сами все видите, то есть сложно вообще сказать, что это когда-то был магазин, ни прилавков, ни касс, ни каких-то вот этих стеклянных раздвижных дверей, ничего нет. Вы видите, что все заколочено фанерой, либо какой-то жестью, какими-то металлическими щитами. И вот такая ситуация, там оказываются десятки магазинов в Луганской области на подконтрольной боевикам территории теперь выглядят так. И это, конечно, вообще удивительная история, потому что, казалось бы, ну что может быть проще, чем вообще запустить магазин, да, чужой магазин, уже построенный до тебя. То есть ты просто приходишь, забираешь чужое имущество, то, что до тебя уже построили, то, что до тебя уже запустили, то, что уже работало. То есть ты просто приходишь и, казалось бы, бери, просто забирай да торгуй. Но забрали, а торговать не смогли. То есть получилась ситуация, что даже вот купи-продай, и на это почему-то не хватает умения. Ну, видимо, потому что все-таки отжимать, отбирать, мародерствовать, грабить, это все-таки совсем не то же самое, что создавать. Для того, чтобы создать такую сеть, тоже нужны какие-то способности, нужно какое-то умение определенное, умение управлять этой сетью. Ну вот боевики наглядно показывают, что управлять они этими супермаркетами не смогли. Хотя многие из них находятся в оживленных районах. Это города, это и Луганск сам непосредственно, различные его районы, которые, по крайней мере, до войны были достаточно густо населены. Это и другие города Луганской области, в которых сегодня ну, видим, что эти магазины не работают. И тут, конечно, интересно посмотреть, да, то есть здесь, чего здесь больше, на самом деле, в этой истории, что в большей степени послужило причиной вот такого упадка. Это такие низкие организаторские способности, настолько плохие менеджерские таланты сепаратистов, или же, скажем так, какое-то некое особое, некий такой экономический упадок, да, то, что вот люди настолько разъехались оттуда. Опять же, мы уже говорили сегодня, что мы не знаем, сколько уехало, но, может быть, уехало очень много людей, что вы видите, даже, по сути, вот магазинов столько не нужно, как раньше. Может быть, из-за этого они не работают. Но нет никакой статистики, мы можем, увы, только гадать и только развести руками остается, потому что вот есть наглядный такой пример, наверное, ну, ничего нагляднее, чем магазины, супермаркеты, их заполненность, да, ассортимент товара не иллюстрирует человеческий, скажем так, достаток, да, вот уровень жизни. Там никогда не было высокого уровня жизни, не нужно считать, что при Украине там были какие-то цветущие сады, это был и тогда депрессивные города, шахтерские, во многих были закрытые шахты, это правда, но мы видим, что, по крайней мере, десятки магазинов, супермаркетов, не самых плохих магазинов работали, до войны работали, там были покупатели, там стояли товары на полках, там кипела жизнь, это были и рабочие места, и налоги, связанные с товарооборотом, продавались какие-то товары, которые были произведены, опять же, да, людьми. Но сейчас ничего этого нет, то есть все это, по сути, уничтожено, и вот это, по-моему, самый-самый наглядный пример, который иллюстрирует уровень жизни людей. Потому что ну, мы знаем, что можно работать неофициально, и официальная статистика не будет отображать, например, реальный уровень жизни, если она не видит вашу зарплату, если вы получаете деньги в конвертах.
А вот магазины уже никак не скрыть. То есть магазины, они либо есть, либо нет. По магазинам все сразу понятно. В бедной стране не бывает богатых заполненных магазинов, точно так же в богатой какой-то на развивающейся территории, где достаток, не бывает вот такого ужаса, не бывает таких закрытых, выпотрошенных супермаркетов, которые не работают и которые не восстанавливают, да, за все эти годы, сколько времени прошло. Поэтому, конечно, это такая вот очередная зарисовка из невеселой жизни и такое напоминание той жизни, которую забрали все эти люди, пообещавшие Донбассу присоединение к России, какую-то независимость и так далее. Ну а в итоге, под конец, мы сейчас поговорим еще об одной такой истории. Она больше касается, наверное, какой-то культурной жизни, которая там происходит на этой территории, также иллюстрирует, в общем-то, те порядки, которые там установились. В Перевальске местные власти, естественно, ЛНРовские, потому что Перевальск под контролем ЛНР, заставили детей, учащихся местных школ, спеть песню «Дядя Вова, мы с тобой», посвященную, как вы, думаю, уже догадались, российскому президенту Владимиру Путину. Причем там не только была песня, там было еще и обращение такое пафосно размещенное на сайте администрации. Но песня, клип — это такой пример, наверное, ярчайшей такой совершенно безумной шизофренической пропаганды, в которой, вот, к сожалению, использовали в очередной раз несовершеннолетних. Давайте посмотрим фрагмент. Население шара гегемон достал. В Украине мнения нет. Наш Донбасс тонет от бед. За океаном лишен власти президент. Нам от северных морей даль до южных рубежей, от Курильских островов до Балтийских берегов, а на земле сей был бы мир. Но если главный командир позовет в последний бой, это Вова, мы с тобой. А мы бы от перевальчан наверное, потребовали, чтобы Владимир Владимирович баллотировался, правда же? Ну, вот такая ситуация, не знаю, что тут можно вообще комментировать, и нуждается ли эта вся картинка в каких-то комментариях. Жалко, действительно жалко этих детишек, которые вынуждены петь про последний бой. Мы видели там даже про Трампа. Сомневаюсь, что они понимают вообще смысл того текста, который их заставили изучить и петь на камеру, но в целом это, конечно, иллюстрирует такую совершенную разруху в головах. И вообще, конечно, это в голове не укладывается. Почему это вообще возможно? Потому что тут даже дело не в Путине, при том, что там как бы мы к нему не относились. Да, мне просто сложно представить себе, чтобы какой-то украинский политик вот заставил детей петь в свою честь вот какую-то такую песню или в честь Порошенко, например, и так далее. То есть здесь это немыслимо, это совершенно не принято, это полный какой-то ад, а вот на той территории почему-то считается, что это в порядке. Я не знаю, кто принимает эти решения, как такое приходит в голову, но эти люди явно психически нездоровы, и тут, к сожалению, ничего хорошего, ни к чему хорошему они и не могут привести с таким мышлением вот этот несчастный оккупированный Донбасс. Ну, а на сегодня у нас все. Это пока что все новости, о которых мы успели рассказать, хотя, конечно, произошло много всего и другого. И мы увидимся, как всегда, в это время, через неделю, поговорим о том, что произойдет за следующие 7 дней на оккупированных территориях. Оставайтесь с нами, смотрите нашу программу. Ну, а сегодня я говорю вам спокойной ночи.